холодно, кушать нечего. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, в какой ужаснейшей ситуации оказались наши соотечественники и кто за нее ответит. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного и интересного. Около 70 мигрантов из Хатлонской области Таджикистана уже неделю не могут добраться до Москвы. Их автобус из-за технических неисправностей встал на одной из дорог Самарской области. Дорога из Душанбе до Москвы автобусом занимает до 4 суток. Внутри автобуса очень холодно, у некоторых наших спутников опухли ноги. Ночью попали под сильный снегопад, кушать нечего, у многих запас еды был только на 4 дня. Из Таджикистана мы выехали ровно 7 дней назад. Среди пассажиров немало женщин и детей. Им приходится труднее всего, рассказал один из мигрантов, который представился как Сабир. Халмумин Хакназаров, житель района Джалалидин-Балхи, выехал на заработки в Россию вместе с 13 членами семьи. Внуки заболели. Зачем обманывать народ? Мы выбрали этот автобус только потому, что на авиабилеты денег не было, говорит глава семьи. По словам мигрантов, билеты на автобус до Москвы они приобрели по 1100-1300 самани. Это в несколько раз дешевле, чем авиабилет на рейс Душанбе-Москва. Проблемы начались сразу после того, как мы пересекли узбекско-казахскую границу. Автобус оказался технически неисправным. Лично у меня опухли ноги, больно ходить, говорит мигрант Камилджон Хушбахтов. У нас забрали паспорта. Автобус встал по дороге в Москву. Неужели наши же таджики обманывают нас? Прошу вас, помогите нам, добавил другой мигрант по имени Хасан. По словам мигрантов, в автобусе 52 места для пассажиров, а самих пассажиров 69. Некоторые вынуждены ехать стоя до самой Москвы. Однако Дилавар Хакназаров, представитель компании Саири Лахзаидунё, которая осуществляет пассажирские перевозки из Таджикистана в города России, уверяет, что технические неполадки автобуса были быстро устранены. По его словам, впервые в их практике автобус с пассажирами сломался на полпути. Мы примем все меры, чтобы пассажиры как можно быстрее добрались до Москвы, добавил представитель компании. Ежегодно сотни тысяч граждан Таджикистана выезжают на заработки в российские города воздушным, железнодорожным и наземным транспортом. Как вы относитесь к такой ситуации и особенно к тому, что представитель компании говорит, что они вообще-то очень быстро решат эти проблемы, но ехать 4 дня, мигранты в пути уже 7, то есть в 2 раза больше, чем должны были быть. То есть это они называют быстрым решением проблемы, и почему, если это проблема компании, они не позаботились о том, чтобы найти, где ночевать пассажирам, ведь они не виноваты во всем случившемся, они купили билеты как следует, это проблема компании. Вы согласны? И как вы думаете, наше правительство должно обратить на это внимание и наказать эту компанию штрафом или чем угодно? Свои мысли по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Возможно, у вас есть решение этой проблемы или похожие ситуации. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!